Еврорадио.ФМ. Она потом переживет. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. 23 студзеня кіраўнік грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко сустрэўся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі спадарыняй Качанавай. Перадаў подпісы. Але вот што гэта за подпісы, чаго дамагаўся ад Качанавай спадар Анатоль Шумченко, мы зараз распытаем у яго самога. Спадар Анатоль Шумченко у нас у студыі. Добрый дзень, вітаю вас. Добрый дзень. З самага пачатку, што гэта былі за подпісы і чаму, для чаго вы сустракаліся з кіраўніцай адміністрацыі прэзідэнта? Ну, вообще, это, конечно же, это уже было следствие, а причина того – это отсутствие воли у правительства решать проблемы индивидуальных предпринимателей. Ни в налоговый кодекс не внесли ни одного нашего предложения, ни одного предложения не поддержали на различных площадках диалоговых рабочих групп. И когда предприниматели... Ну, вот это за последние, наверное, 3 года вот мы это пытались добиться, да. Когда предприниматели это увидели, родилась идея не у меня, а у самих предпринимателей написать письмо непосредственно Лукашенко, где перечислить те вопросы, которые, на наш взгляд, на сегодняшний день актуальны. Почему мы это делаем? То есть это не просто так, мы захотели и обратились. Мы вынуждены это сделать по той причине, потому что понимаем, что сегодня только политическая воля Лукашенко может изменить нашу ситуацию. А это может выражаться либо в принятии им законов, либо в указании им же, правительству, чтобы те начинали действительно принимать те законы, которые нужны предпринимательскому сообществу. Перш чым мы перайдзем да пытанняў, ўсё ж таки, што турбуе прадпрымальнікаў, якія праблемы у іх ёсць, я так удакладнюся наконт учорашняй сустрэчы. Ўсё ж таки вы перадалі звыш 6 тысяч, каля 7 тысяч подпісаў прадпрымальнікаў пад таким зваротам ці просьбай, каб Александр Рыгорович сустрэўся с прадпрымальнікаў. Правильно я разумею? Совершенно верно. Мы передали 6988 подписей из 25 городов Беларуси, все областные центры и столица. Мы просим встречи, и там есть еще ряд наших предложений, которые необходимо принять для того, чтобы каким-то образом снять напряжение в предпринимательском сообществе среди индивидуальных предпринимателей розничной торговли. Чтобы было понятно нашим слушателям, это все, что вы можете видеть в повседневной жизни, на торговых центрах, на рынках. Вот мы защищаем этих предпринимателей. Но наша защита, естественно, она распространяется потом автоматически и на другие слои бизнеса, потому что таким образом мы заставляем власти шевелиться и думать о том, что нужно поворачиваться к нам лицом. Я яшчэ крыху таксама да ўчорашняй сустрэчы. А як яна выглядала? Вось вы прыйшлі, бахнули на стол Качановой спис и сказали: погляди, кольки подписов, мы потребуем встречи с Лукашенко. Нет, ну почему, как сразу? Все цивилизованно. Во-первых, я могу сказать, что я работаю в этой сфере 20 лет. Кажется, что можно прийти в администрацию президента, бахнуть на стол, да, нет, так не бывает. Надо 20 лет отработать, но это везде. И у вас, там, в вашей работе тоже вот не сразу стали там хорошим ведущим известной радиостанции. Так и здесь. Сначала мы связались с помощником главы администрации. У меня есть мобильный телефон помощника. Видите, такие коммуникации очень удобные. Мы постоянно были на связи. Само обращение мы написали 21 октября прошлого года. Начали сбор подписей. Затем провели форум, где решили передать непосредственно Наталье Ивановне эти подписи, потому что ну просто ложить их, это нет смысла. Это опять спустят, и ничего хорошего из этого не выйдет. И мы буквально уже после форума 10 декабря были постоянно на связи с помощником президента, на мобильной связи, и постоянно с ним решали вот эти моменты, когда. Ну, мы понимаем, что в конце года были там различные встречи у человека, потом начало года.
Вот, предприниматели очень нервничали, потому что думали, что все-таки не будет этой встречи, но нас не обманули. Сказали, что, пожалуйста, завтра, вот позвонили сегодня, например, сказали завтра в 12, вот, и как раз как подарок на день рождения, 21 января день рождения, 22 позвонили, а 23 сказали приходить. Я говорю, ну вот, спасибо большое, вот такой хороший подарок преподнесли. И сказали, в 12 часов приходите, второй подъезд. Естественно, мы подготовились не с пустыми руками, почти 7 тысяч подписей, плюс аналитические все документы. Я пришел во второй подъезд спокойно, как на Минск-арену, там выложил вещи, прошел через рамку, телефончик просто выключил звук, можно было не выключать, но, кстати, там, по-моему, интернета не было. Я пытался, не было там интернета, не знаю как. Хотели почему. запостить. Да. Вот. И просто поднялся в комнату на 4-й этаж, по-моему. Мне сказали, что Наталья Ивановна проводит сейчас совещание, и вот я сидел там, красивые, конечно, кабинеты, все на белорусском языке, естественно, вот. И там просидел минут 20, Наталья Ивановна пришла вместе с заместителем главы администрации Мицкевичем Валерием Владславовичем, и пришла с начальником управления экономического отдела, и вот они пришли, ну, в общем-то, на равных абсолютно разговор, очень сильно извинялась, что 20 минут я прождал. Вот, сказала, что она без обеда, но будет встречаться со мной и разговаривать на те темы, которые есть. И вот мы сели за столом, я сразу же подвинулся к ней, то есть, ну вот даже ближе, чем к вам мы сидели, и начал ей по блокам, даже есть фотография, разместил, по блокам начал говорить о тех проблемах, которые есть. Вот. И многие вещи ей очень понравились из того, что мы обсуждали. Вот. Поэтому вот так вот. Ну, атрымліваецца так, что вы и кіраўніку прэзідэнцкай адміністрацыі рассказали праблемы, рассказали свое бачанне рашэння гэтых праблем. Гэта не было толькі так, что там спадарыня Наталья, организуйте нам сустрэчу со спадаром Александром Лукашенко. Нет, конечно же. А может быть, после того, как она вас выслухала, з чымсьці пагадзілася, тым больш, што яна не адна была са спецыялістамі, то дастаткова будзе гэтага ўзроўню, каб паспрабаваць вырашыць ваши пытанні. Но вы уже совершенно правильно говорите вещи, это то, что мы будем делать в ближайшее время. Абсолютно верно. Спасибо, Дмитрий, что вы вникли в наши проблемы и понимаете суть нашей работы. Действительно, вы правы. Через неделю мы напишем письмо правительству. Ведь понятно, что администрация президента – это не тот орган, который будет решать за нас все проблемы. Для этого есть правительство, есть чиновники экономического блока, которые должны с нами работать и готовить для нас те законы, которые позволят нам нормально себя чувствовать и работать в этой стране. Поэтому мы через неделю напишем еще одно обращение очередное в правительство, в котором предложим встретиться непосредственно господину Турчину, как главе Совета по развитию предпринимательства, с перспективой. А вот в том числе из регионов мы пригласим людей, чтобы действительно начать не просто поговорить, да, а начать решать наши вопросы. И, естественно, мы еще раз напишем копию, отошлем Наталье Ивановне и подождем какого-то результата. Возможно, уже после этого будут какие-то уже действенные меры и шаги. Если же этого не будет, но это будет еще одним доказательством того, что даже и поход к главе администрации президента, он уже не помог. И у нас появится еще один довод к тому, чтобы с нами все-таки встретился Лукашенко и каким-то образом начали решаться наши вопросы. Добре, але на якой ноте, так бы мовить, вы расстались с кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта? Яна сказала, что я вывучу ваши прапановы, ваши праблемныя пытанні, ці вот зараз я зраблю доклад Александру Григоровичу, и, магчыма, мы призначим сустрэчу. Вот як это? Ну, вы понимаете, если в конце встречи она сказала: Анатолий, я передам ваши слова Александру Григорьевичу. Она сама это сказала. Ну, вообще нужно понимать, что встречи такого уровня с высоким чиновником, который непосредственно близко расположен к Лукашенко, это вообще знак остальным чиновникам, да? И если встречается человек такого уровня, то почему не встречается, там, допустим, вице-премьер правительства? Да? Если чиновник такого уровня пытается вникнуть в наши проблемы и решить их, почему этого не делают другие чиновники? Это первое. Встречи такого уровня – это внимание СМИ. Да? Вам, кстати, огромное спасибо за освещение. Там, вот.
И если это все суммировать, в любом случае это очень качественный элемент безопасности в части работы малого бизнеса в Беларуси. То есть любое внимание — это нам в плюс. И из этого, в принципе, в последующем вытекают все позитивные моменты, которые могут прийти в малый бизнес. Потому что если об этом не говорится, если не встречаться, то ничего никогда не будет. Поэтому эта встреча имеет большое именно практическое значение. Вот. И самое главное, что эта встреча, она не последняя, и мы договорились, что если будут возникать дальше проблемы, то через помощника мы будем снова связываться, будем снова информировать, в том числе и Валерий Вацлавович Мицкевич тоже присутствовал, тоже без проблем сказал. Вот. Я знаю, что они хорошо проинформированы о проблемах индивидуальных предпринимателей, особенно замглавы. Вот. И мы будем, если надо, еще раз встречаться. Вот. Не один раз падчас вот нашай размовы прагучала слово праблемы прадпрымальнікаў. Мы не першы раз з вами сустракаемся, говорим. На сённяшні дзень все ж таки давайте агучым асноўныя, ну по крайней мере там 3 галоўныя першыя праблемы. Ну, основная проблема — это снять угрозу по документам из России, по которым сегодня уплачен ввозной НДС и ввезен товар в Республику Беларусь. Поясню для слушателей. Те документы, которые выдают партнеры в Российской Федерации, они потом от них отказываются. Партнеры в Российской Федерации. Естественно, это может быть основанием, может быть, для некоторых органов контроля, для того, чтобы наложить очень высокие санкции. Чтобы было понятно, мы подсчитывали, санкция по одной накладной в таком случае может составлять порядка $500. А таких накладных у предпринимателей может быть 10, 20, может быть 100 за 3 года. Мы же не знаем, сколько там. Но это внушительная сумма может быть. И вы представляете, вот как малому предпринимательству, индивидуальному предпринимателю жить вот с таким грузом проблем? Вот он что, может смотреть уверенно в будущем? Вот вы бы спокойно спали, зная, что у вас есть угроза постоянная угроза вот в виде вот того, о чем я сказал. Этот вопрос нужно снимать. У нас есть предложения, мы их дали, но, к сожалению, правительство его не поддерживает. Дальше необходимо сегодня спасать индивидуальное предпринимательство. Идут сети, нас взяли, приравняли там к большим этим сетевикам. Нам нужно отделить крупный бизнес, средний бизнес и малый бизнес. Нельзя было доводить до ситуации, когда тот документооборот у ИП одного такой же, как у гипермаркета с его штатом работников. Вот сегодня там Александр Григорьевич говорит, ну как вот у нас должны быть равные условия, ну как мы вот с Россией. Россия же большая, мы маленькая. Ну вот видите, у нас то же самое. Есть большая, есть маленькая. Поэтому для нас, для индивидуальных предпринимателей, необходимо создавать особые условия, которые позволили нас сохранить как класс. И в этой части у нас тоже есть свои предложения. Вот это вот основные вот эти моменты. Якая у вас пропанова? Вот что зрабіць? Сегодня нужно вообще максимально снять все ограничения, максимально выслушать предпринимателей и принять все его предложения. И максимально отстать от них, не мешать им просто работать. Ну вот ваша прапанова асноўная, як можна вырашыць вот гэтую праблему, якую вы агучылі, вот с документацией? Вот, мы уже давали свои предложения, у нас есть даже закон, который разработали сами предприниматели, мы его разрабатывали. Это патент. То есть мы заплатили один раз или там раз в месяц, или за полгода, или за год, и работаем по упрощенным условиям. Вот, да, вот у нас есть патент вот такой. Если кто-то хочет работать по документам, пожалуйста, вы работаете по документам. Но предприниматель должен быть уверен в том, что завтра его не разорят. Вот такие нам нужны законы. Я в администрации президента сказал, вы можете принять множество либерализационных декретов и указов, но если будет хоть один закон, который угрожает собственности предпринимательства, никогда вы для них хорошими не будете. И он никогда не оценит этого. То есть вы принимаете какой-то либерализационный декрет, но при этом вы оставляете угрозу, допустим, по накладным, да, которые можно признать недействительными, там по $500 санкции. Но никогда предприниматель вам не скажет спасибо, потому что вот это плохое, оно во 100 крат перевешивает то, возможно, хорошее, которое вы делаете. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Я нагадаю, что это сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы. У нас у гостях кіраўнік грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко. Вернемся праз хвіліну.
табачный воздух выл. Комната глава в Кручениковском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленно гладил. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Верховная прадстаўніца Еўрасаюза па замежных справах Федерика Магерини апублікавала заяву, у якой падтрымала апазіцыйныя пратэсты ў Венесуэле. Такім чынам, Еўрасаюз падтрымаў венесуэльскую апазіцыю і заклікаў правесці новыя выбары. Украіна звярнулася да беларускіх уладаў з просьбай даць інфармацыю пра магчымае забруджванне Бярэзіны, якая з'яўляецца правым прытокам Дняпра. Паводле прэс-службы, Украінскае міністэрства экалогіі і прыродных рэсурсаў нагодай стала распаўсюджана ў СМІ інфармацыя пра забруджванне небяспечнымі рэчывамі Бярэзіны, якая працякае па тэрыторыі Беларусі, з'яўляецца правым прытокам. 1/5 вады ў Дняпро паступае менавіта з Бярэзіны. Рану ў жывот атрымаў участковы ў Івановскім раёне Брэшчыны, які хацеў суцішыць п'яны дэбош. Гэты дэбош зладзіў у вёсцы Махро 57гадовы п'яны мужчына. На яго распачалі крымінальную справу за наўмыснае прычыненне цяжкага цялеснага пашкоджання службовай асобе. Мужчына, аказваецца, вельмі часта здзейсняў адміністрацыйныя правапарушэнні, не працаваў і піў. Селяне Ларыса і Андрэй Гуляшовы з вёскі Кароўчына Дрыбінскага района адмаўляюцца ад беларускага грамадзянства. Такую заяву яны напісалі ў палату прадстаўнікоў. Гуляшовы наракаюць на дзеянні мясцовых чыноўнікаў, якія прымусілі іх пайсці на гэты крок. Падатковая інспекцыя патрабуе ад іх дэкларацыю аб доходах за 2012-15 гады, а да гэтага казалі, што дэкларацыі не патрэбныя, бо Гуляшовы жывуць на сваёй прыватнай падсобнай гаспадарцы. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У нас у гасцях кіраўнік грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко. Са спадаром Анатолем Шумченко абмяркоўваем праблемы, якія сёння ёсць у індывідуальных прадпрымальнікаў, і пра яго сустрэчу гаворым з кіраўніцай адміністрацыі прэзідэнта. Спадар Анатолий, все ж таки вернемся да, вот вы назвали самая галоўная на сённяшні дзень праблема у прадпрымальнікаў. Гэта паперы, якія яны атрымліваюць на свой тавар, там, скажем, з России. От этих папер могуць расіяне адмовіцца раптам. Адпаведна, беларускім прадпрымальнікам выстаўляюць розныя там штрафныя санкцыі, але ёсць патэнты, ёсць іншае заканадаўства. Так што ўсё ж таки вот перашкаджае? Вот ёсць заканадаўства адпаведнае, каб можна было абараніць прадпрымальнікаў, ці нема? І ці да кіраўніка адміністрацыі трэба ісці, а можа быць да дэпутатаў, сказаць, распрацуйце нармальны законапраект. Памятаеце, як у «Собачьем сердце», каб была такая паперка «броня». Не, ну у нас законодательство не предусмотрено патент. У нас нету патента. У нас раньше был, у предпринимателей раньше был единый налог. А мы платили фиксированную сумму. Неважно, получив доход или нет, государство четко получало от нас определенную сумму. Мы получили фиксированную сумму и при этом работали на упрощенных максимально условиях и были уверены в будущем. А вот когда действовал вот этот закон, и потом, когда его отменили, да, мы на сегодняшний день посчитали, что потери составили, значит, минус 31 тысячу предпринимателей, то есть 30 тысяч рабочих мест ушло, и потери по деньгам, если и в бюджет, и потери рабочих мест, порядка 400 миллионов долларов. Это, по-моему, те потери от налогового маневра, да? За год. Да, вот такая цифра такая получилась, да? Поэтому мы и говорим на сегодняшний день, как бы, что если есть прямая связь, и, кстати, я говорил в администрации президента, если есть прямая связь, которая видна на цифрах, то почему правительство ее не исправляет, вот эту связь? Вот. А что касается там депутатов там и всего остального, ну, в общем-то, ну, надо обращаться в те места, где мы видим, где есть места, где принимаются решения. Вот.
А принимается решение, естественно, у нас одним человеком. Когда я встречался с замминистра по налогам и сборам, да, мы там 3,5 часа разговаривали. Мы, когда ведем беседу, мы делаем предложение. Она открывает, вот так, как у вас ноутбук, показывает. Это противоречит вот этому международному соглашению с Российской Федерацией. Потом мы говорим, вот, а давайте вот это предложение. Ну, я же не буду говорить, ну, читателям это мало что скажет, но я говорю вообще фигурально. Она открывает, а вот это противоречит вот этому закону. Тогда мы говорим, а давайте вот так. А вот это нет, знаете, как в том фильме, а вот это пожалуйста, а вот это никак. Потом я сижу и говорю, слушайте, вот у него портрет Лукашенко висит. Я говорю, знаете что, вот если бы вот он вам сказал, 24 часа решить вопрос и сделать так, чтобы люди больше ко мне не обращались. Это уже, кстати, было. Вы бы решили, и вам было бы не помеха ни международного соглашения, ни какие были бы законы. Вот это ответ на то, почему мы не обращаемся к депутатам и так далее и тому подобное. Потому что мы сегодня пришли к тому, перспектива и вообще предприниматели, что просто нужна политическая воля человека, который принимает решения. Наиболее близкий к нему человек — это глава администрации Качанова Наталья Ивановна, ну, по нашему мнению, и те сотрудники, которые с ней работают. Поэтому мы выбрали вот этот путь, и чтобы усилить значимость проблемы, мы проводим форумы несколько раз в году, и мы собрали те подписи, чтобы каким-то образом было видно наличие этих вопросов. И самый главный вопрос, чтобы слушатели понимали, это то, чтобы предприниматели были уверены в завтрашнем дне, что их не придут по надуманным поводам, не разорят. Я даже власти говорю, слушайте, давайте мы решим хоть один вопрос. Я возьму этот флаг и побегу и буду кричать: люди, предприниматели, вот смотрите, мы добились, завтра у вас есть уверенность в завтрашнем дне, давайте все-таки сохраняйте рабочие места, приумножайте, ну каким-то образом там берите кредиты, ну развивайтесь. А что я сегодня скажу людям? Развивайтесь, но извините, я не могу это сказать, потому что как развиваться, если завтра у тебя бизнес этот заберут по тем причинам, по которым я сказал. Поэтому вопросы нужно решать вообще в принципе. Поэтому мы выбрали вот этот путь. Насколько он будет эффективен, покажет время. А что касается самой встречи непосредственно с президентом, то здесь мы тоже имеем, ну, обычный расчет. В общем-то, впереди электоральные события, да, понятно. Там кто-то говорит, это выборы, кто-то называет это не выборами, кто-то называет это политической вакханалией. Там, ну, разные есть у нас эпитеты, но все это объединяет одно. А каждому субъекту политической жизни важна поддержка части общества, как ни крути. Я говорил на встрече в администрации президента, что мелочей сейчас у вас, у власти не будет, особенно в тех условиях, в которых сегодня оказалась страна. Поэтому, ну, мне кажется, что было бы, ну, не лишним Александру Григорьевичу все-таки встретиться с частью прогрессивно мыслящих людей, которыми являются индивидуальные предприниматели. И, кстати, когда был такой интересный момент, когда мы разговаривали с Натальей Ивановной, я говорю, ну вот, предприниматели как простые люди. Она говорит, нет, Анатолий, предприниматели — это не простые люди. Это не простые люди, я с ними общалась, это образованные люди, понимающие люди, которые повидали мир. И потом замглавы администрации рядом сидел, он тоже сказал, что да, это люди, которых можно уважать, это мы знаем, и к ним совсем другое отношение, ну, без обид для других, ну, сфер деятельности и общества, да, вот. Поэтому, но опять-таки, мы должны заставить себя уважать властей и понять, что мы нужны. Я объясняю властям, извините, если сегодня нас уничтожают, то правительство должно сделать все, чтобы остановить этот процесс. В свое время на Западе крупные сети, допустим, да, или законы, или сети, они уничтожили малый бизнес. И сегодня они пытаются это дело наверстать, да, но у них тяжело это получается. Но мы же не должны вот этот негативный опыт иметь. Поэтому сегодня, если мы видим, что идет сокращение количества предпринимателей, если мы видим количество платежей в бюджет, если видим, что этот слой общества, сферы экономики уничтожается, значит, правительство должно просто принять все меры для того, чтобы это остановить. Какие-то меры? Просто элементарно выслушать своих людей. Я Наталье Ивановне сказал, что, и это, кстати, очень понравилось, если слушать свой народ, непреодолимых препятствий никогда не будет. Поэтому как бы моя задача
вот как организатора всех этих мероприятий, сделать так, чтобы сидело правительство и сидели предприниматели, ну, как перспектива, да, и мы нашли общий язык, приняли конструктивное компромиссное решение. А наш народ в этом плане очень умен и себе хуже точно не сделает, и тем более нашему государству. Анатолий, ну, все ж таки, к этой проблеме не один уже год напад. Вы не, як правильно вы сказали, некалькі разоў на год праводзіце форумы прадпрымальнікаў, падымаеце гэтыя праблемы. Да вас нават на гэтыя форумы прыходзяць чыноўнікі рознага ўзроўню. Яны вас там слухаюць. Зараз вас у адміністрацыі прэзідэнта паслухалі. Мне ўсё ж таки цікавіць, а ці пачуюць нарэшце? Ну, понимаете, я работал в этом направлении, и приведу такой маленький пример. Значит, помните, была проблема фонда социальной защиты, да? Для бизнеса это не пустые слова, была такая несправедливая норма, когда, чтобы слушатели понимали, да? Но представляете, вот вы бизнес ведете, вы платите налог. Вы бизнес не ведете, но вы все равно должны были платить этот налог. И очень много людей пострадало. То есть люди останавливали бизнес, да, потом его закрывали, но при этом они не понимали, что налоги им все равно начислялись. То есть он не получал доход, а налоги начислялись. Да? И мы подняли эту тему в 2014 году. То есть нам понадобилось 5 лет, чтобы решить вопрос один Фонда социальной защиты. 5 лет, да? Вот. Но мы его решили. Сколько нам понадобится лет, чтобы решить вот этот вопрос? Ну, трудно сказать, но то, что мы его решим, это однозначно. Это, я в этом даже убежден. Але не поздно будет. Вот вы, по вашим словах, уже 31 тысяча ИП закрыли свою справу. Еще год, еще 2. Ну, памятаете, як там, и вас начнут просто бить, и сникнут предпринимальники. Нет, абсолютно верно говорится, и многие даже пишут мне уже: Анатолий, тебе скоро будет некого защищать. Да, действительно, сегодня очень много предпринимателей уходят из бизнеса, и там есть причины, в том числе неуверенность в завтрашнем дне, плохая торговля. Вы понимаете, сегодня же закрываются не только предприниматели индивидуальные, сегодня и бизнес крупный закрывается. А вы посмотрите, а что, крупные вот эти вот ритейлы, там, как их называют, там, сетевики, у них громадные кредиты, там, у них миллиарды долларов кредитов. Вы думаете, им хорошо? Но мы еще давайте посмотрим. Я скажу, что индивидуальные предприниматели будут вообще последними, кто закроется. Ну, конечно же, угроза существует. И в ваших словах разумные вещи вы тоже говорите. Поэтому мы тоже понимаем, что времени у нас мало. Более того, мы сами сказали, что в течение там 5-7 лет индивидуальные предприниматели вообще могут исчезнуть, ну, розничной торговли. Да, это есть. И действительно, у нас мало времени, поэтому мы пытаемся всем шевелиться. Но, понимаете, есть такая вещь. Мы все хотим, чтобы за нас кто-то что-то решал. Мы все хотим, чтобы у нас все решалось как вот так палочкой раз волшебной, и все поменялось. Мы стали жить весело-богато. У нас на сегодняшний день порядка где-то розничной торговли ИП где-то 60 тысяч, там плюс-минус, там, ну и плюс наемных. Да? То есть цифра, ну, такая достаточно хорошая. Сколько мы собрали подписей? 7 тысяч. 7 тысяч. У нас 118 районных центров. 25 городов подписалось. Конечно, для кого-то это огромные цифры, но если есть такая высокая проблема, то нужно предпринимателям самим занимать активную позицию и, естественно, быть активными. Может быть, это свидетельствует про то, что вот для 7 этих тысяч это проблема, а для остальных не такая уже и проблема, скажем так. Нет, это, в общем-то, к сожалению, наша вот такая вот общественно-политическая культура, да, и я не обвиняю наших людей, потому что именно задача государства воспитывать ответственность в людях, а оно этим не занимается, поэтому здесь это совсем другая тема, но, понимаете, мы всегда, мы предприниматели, я говорю, что, понимаете, вот на форум приезжает там 200, там 300 человек, но а что мешает приехать там 3-5 тысяч человек? Вот приехала бы один раз вот так на форум, поверьте, была бы совершенно другая реакция со стороны властей. Понимаете? Поэтому решение наших проблем, оно в наших руках. И все зависит только от нас. Тем более, когда есть сила, когда есть перспектива, когда есть ресурсы определенные, да, организации, то тут сам Бог велел. Но кто мешает предпринимателю сесть и приехать в уютный теплый зал? Мы можем снять гостиницу там, где вмещает 3500. Мы можем снять там дворец спорта. Нам дадут провести. Кто мешает приехать десяткам тысяч, если вы понимаете, что завтра вам будет нечем кормить свои семьи?
Кому это вопрос? Вы ко мне его адресовали? Давайте адресуем этот вопрос не только ко мне, но и к тем, кто этим живет. Поэтому, ребята, нужно быть активными и защищать свои интересы. Кроме вас самих этого никто не сделает. Мы лишь только чуть-чуть вам помогаем. Ну, все различивают, что вот Шумченко ўсяго добьется, все проблемы вырашить, а мы в этот час, чем ехать некуда в Минск, постоим, поторгуем, может, лишний рубль заработать. Неправильно, не Шумченко. Я не один. Я один бы никогда ничего не сделал. Возле нас очень много людей, которые приезжают, те же там 200-300 человек с регионов, 19 городов. Я не один. У нас люди меня окружают, активисты, они очень много делают. Один я никогда бы ничего не сделал и вообще... Ну, добро, Шумченко и компания. Вот не яны зробят, а Шумченко все компания. остальные... Нет, ну, многие надеются, что само рассосется. Вы понимаете, в чем дело? Есть такая вот у нас спор такой, да, как это, что лучше, ужасный конец или ужас без конца? Вот есть такие выражения. Понимаете, вот что сегодня перспектива делает? Вот мы провели форум один, проверок нету. Провели второй, проверок нету. Естественно, люди спокойно работают. Вот, а может быть, люди говорят, а может, слушайте, а может, пускай придут один раз, заберут у 10 человек. До других дойдет сразу же. И будет полный зал, и будут десятки тысяч. Понимаете? То есть тут ситуация такова. То есть, с одной стороны, перспектива на сегодняшний день сохраняет, ну, более-менее мнимое спокойствие, да, как бы предпринимателей. Нету на сегодняшний день фактов таких, да, разорительных. То есть нету этого. Да, люди закрываются, но так, чтобы пришли и дали им большой штраф, такого нету за последние 3 года. И не было, да. Вот. Но что лучше? Чтобы дали один раз, и все поняли, и дошло, или лучше их защищать, и вот люди пока думают, что ну пока спокойно, я не буду отрывать свое одно место, чтобы приехать куда-то. Понимаете? Поэтому это тоже такой очень интересный момент. Но мы пока сдерживаем. У нас есть ресурсы сдержать, да, вот эти все негативные факторы, не допустить. А вот решить кардинально у нас ресурсов, к сожалению, нету. Прежде всего, потому что нету той поддержки, которая бы позволила бы обратить внимание Лукашенко и его правительства. Всегда все вопросы решались, к сожалению, моему большому, только массовых акций протеста, которые были. Вы сказали, что такая ситуация сапраўды ў краіне, что важные такие решения залежаць от одного человека. Да. Но вы выдатна ведаеце, як гэты чалавек, по крайней мере у папярэднія гады ставіўся да прадпрымальнікаў. Усе гэтыя выразы, что тут это его купи продай, там вшивыя блохи и гэтак далей. Вот як вы думаете, сёння, калі нават Качанова яму данясе ваши прапановы, яго стаўленне да індывідуальных прадпрымальнікаў раптоўна зменіцца, і ён скажа: а сапраўды, давайте-ка мы вот тут вот перепишем так, как предпринимальники нормально... Знаете, я понимаю. Знаете, я хочу ответить, вот есть такая фраза: жизнь заставит, прошу прощения, жизнь заставит, и не так раскорячишься. Вы знаете, где-то я прочитал, когда Лукашенко начинал президентство, да, вот его ставление до белорусской мовы было, да, а зараз мы что наблюдаем? Человек говорит на белорусском, да, где-то какие-то белорусское внедряется и так далее и тому подобное. То есть меняется, да, его отношение. То есть, человек трансформируется. Вот. Поэтому я ж не зря сказал, да, Змитер, что и несколько раз акцентировал внимание властей. Вот то, что у вас... Вот когда-то Лукашенко сказал, медовые годы предпринимателей закончились. Да, но предприниматели ему ответили, да, и ваши медовые годы уже закончились. Вот. Поэтому сегодня такая ситуация, когда это раньше можно было не замечать, когда у тебя были там ренты нефтяные, да, газ там и все остальное, можно было не замечать, как он там называл нас этими некрасивыми словами. А сегодня каждая копеечка, рубль, и вот эти вот каждая и поддержка одного, второго, третьего, это для властей будет крайне важно. То есть в условиях вот этой негативного развития сценария в ближайшие годы, да, для страны, даже сам Лукашенко это признает, да, как он говорит, политическом канале, это будет для него серьезный вызов. Для его власти серьезнейший вызов будет в ближайшее время. И в данном случае здесь нужно будет уже со всеми договариваться, как бы, и обострять ситуацию
с обществом он точно не будет. И поверьте, об этом он точно не будет говорить уже плохие слова. И мне кажется, что человек трансформируется, любой человек трансформируется, и под каждое условие он может каким-то образом подойти в адекватном, разумном состоянии. Мы на это рассчитываем и надеемся. Будем сподеваться, что трансформация и особно взятого человека, называть его не будем, и улады, и нашей, может быть, законов дойдет до того, что прадпрымальнікі змогуць спокойно працаваць, не опасаючыся за свой завтрашні дзень. Анатоль Шумченко, кіраўнік грамадскага аб'яднання «Перспектыва», Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. О 14-й гадзіне у нас чарговы гость праграмы «Ідэя X» Адам Мальдзіс, а о 15-й гадзіне у нас у гостях палітыкі, не буду называть якіх, сачыце за анонсамі.